На этом уроке мы рассмотрим первые фразы, которые изучаем в группах хакасского языка. Итак, фразы для запоминания на неделю. Изен – здравствуй. Изен. Изеннер – здравствуйте. Изеннер. Миның адым Сибдей. Миның адым Сибдей. Меня зовут Сибдей. Синің адым кем? Как тебя зовут? Синің адым кем? Как тебя зовут? Керектер хайди парша. Керектер хайди парша. Как дела? На вопрос керектер хайди парша можно ответить: шахсы – хорошо. Магат – хорошо. Хандре – превосходно. Хандре – превосходно. Энкön – неторопливо, медленно. Агрин кölже – не торопясь. Көместің – понемногу. Хомейнимес – неплохо. Иди-пди – так-сяк. Ну и давайте тут мы запомним еще правила грамматики. Надо понимать, что в хакасском языке есть закон сингармонизма, и они связаны с определенным чередованием звуков. Обязательно надо знать правила грамматики, и в данном случае мы сейчас должны запомнить, что есть так называемые гласные твердого ряда. А, О, У, И. А, О, У, И. Это гласные твердого ряда. Ü, И, Е. Это гласные мягкого ряда. Нужно запомнить, что в хакасском языке нет грамматической категории рода. И второе, в хакасском языке нет предлогов. Корень слова всегда впереди. Тут нужно представить себе образ поезда. Ну и еще надо обязательно запомнить следующее. В хакасском мышлении на вопрос «кто» отвечает только человек. А животные в хакасском мышлении – это «что». В русском языке «кто» – это и человек, и животные, да, это одушевленные субъекты. А в хакасском языке только человек. Кто? Кем? Пукем? Кто это? Пукезы – это человек. Что? Ниме. Ниме. Что? А теперь местоимение. Мин – я. Син – ты. Ол – он, она, оно. В хакасском языке нет родов, мы об этом уже говорили. Пес – мы. Пес. Сирер – вы. Олар – они. Давайте тут еще запомним глаголы. В хакасском языке глаголы всегда стоят в повелительном наклонении. Имеется в виду глаголы без аффиксов. Одр – сиди. Тур – стой. Пас – пиши. Ис – слушай. Сагн – думай. Сарна – пой. Ойна – играй. Кёгле – пой. Пар – уходи. Киль – иди ко мне, в мою сторону. Ну и также теперь запомним грамматику. Будем вести речь о настоящем времени. К корню слова, к глаголам примыкают аффиксы чаче, пча, пче.
Пчачи примыкает к корню слова на согласные. Пча-пчи примыкает к корню слова на гласные. Ну, например, давайте посмотрим. Одр, одр-р. Это согласное. Значит, мы здесь присоединяем либо ча, либо че. В данном случае ча. Почему ча? Потому что в корне о, и это гласное твердого ряда. Вот здесь. Поэтому удрща, а не отрще. Сидит. Или турща. То же самое. В корне мы видим у, это твердое гласное. И поэтому ча идет. Не турще, а турча. Турща. Р это согласное. Да, вот. На согласные. Чачи. Пасща пишет. Саганча думает. Парща уходит. Исще слушает. Тильще идет в мою сторону. Сарнапща поет. Сарнапща поет. Ойнапща играет. Ойнапща. Кёглепще. Кёглепще. Вы тут заметили, что сарне, ойне, кёгле заканчиваются на гласные, поэтому применяется вот этот аффикс. Пча-пче. Дальше пройдем несколько фраз. Неменен айгысчазар. Неменен айгысчазар. Чем занимаетесь? Хайда тохчазар. Хайда тохчазар. Где работаете? Садгда торнчам. Садгда тохчам. В торговле работаю. Завод-то тохчам. Завод-то тохчам. На заводе работаю. Школа да тохчам. Школа да тохчам. В школе работаю. Гимназия да тохчам. Гимназия да тохчам. В гимназии работаю. Поскиренен айгысчам. Вы можете ответить поскиренен айгысчам на вопрос неменен айгысчазар. Поскиренен айгысчам. Поскиренен айгысчам. Занимаясь своим делом. Или, иначе говоря, бизнесом. И давайте теперь просмотрим еще местоимения в притяжательной так называемой категории. Все, что принадлежит кому-то, в хакасском языке выражается определенными местоимениями. Ну, допустим, разберем фразы. Минен адым. Минен адым – мое имя. Синен адым – твое имя. Анен ады – его имя, ее имя. Пстин адыбыз – наше имя. Пстин адыбыз. Сирернен адыңар. Сирернен адыңар. Ваше имя. Оларның ады. Оларның ады. Их имя. Пока мы на данном уроке завершим наше занятие и внимательно еще раз прослушайте, как произносятся фразы.